Общаться с Михаилом Рогачевым всегда интересно и очень полезно. Кажется, он может ответить на любой вопрос по истории. Поэтому, как эксперта, его ценят не только в Коми, но и за рубежом. А «Мартиролог покаяния», главредом которого является Михаил Борисович, единственная в России региональная программа по увековечению памяти жертв политических репрессий. Как редактор и автор, Рогачев принимал участие в подготовке всех томов издания. В последний 12-й включили энциклопедический справочник «ГУЛАГ Коми АССР». Республика Коми, точнее Коми АССР, если уж правильно говорить, это был регион, но один из самых больших островов ГУЛАГа в Советском Союзе. И справочник, соответственно, включает два типа статей. Тематические – это история лагерей, лагерных производств, лагерных пунктов. У нас практически почти все города из лагерей выросли. Учреждений культуры в лагерях, там театры были, газеты выпускались. Самые теплые слова благодарности ему, Михаилу Борисовичу Рогачеву и Игорю Любомировичу Жеребцову, которые продолжили, Михаил Борисович в основном, которые продолжили деятельность фонда покаяния, продолжают выпускать «Мартиролог покаяния». Теперь книги, они тематические. Сам Рогачев в Коми попал по распределению. Родился он в Риге в 1952 году. Окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. В 1975 году работал учителем в селе Туискерисе Усть-Вымского района. Был научным сотрудником отдела этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра. С 1992 года учитель Коми республиканского лицея при СГУ. К слову, историей он начал заниматься из любопытства. В аспирантуре увлекся изучением становления Сыктывкара, но совместную работу с однокурсником Александром Цоем опубликовал лишь в 1989-м. Другая книга «Столица Зырянского края» вышла тиражом в 500 экземпляров и разошлась лишь по музеям и школам. В начале 20 века они начали строить новое здание для себя, кирпичное. Вот оно и перед вами и стоит, собственно говоря, Национального музея. Это казенное здание. С огромным багажом знаний в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» Михаил Борисович проводит занимательные экскурсии по столице региона. Все желающие могут узнать об исторических памятниках и зданиях города из уст историка. Очень доступно рассказано, очень интересно. Второй раз посещаю экскурсию. И если она будет еще проходить, то, конечно же, буду участвовать в ней. Работы у историка непочатый край. Годами создаваемый ими архивный фонд – это уникальный комплекс научных документов, который содержит более 15 тысяч единиц хранения. Их необходимо разобрать. Еще Михаил Рогачев – активный организатор различных экспедиций по местам репрессий. Не только для взрослых, но и для подрастающего поколения. Историю страны в деталях необходимо знать всем, уверен Михаил Борисович. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.